Ну что, братва, тепло на улице. Открыли форточки все. Ну, Илюха, как обычно, у нас на столовую падает. Это его на миссия. Сегодня у нас что, Илюх, уха? Сейчас уху поедем, да. А потом Щучку-то одну, ребят, взяли. Ну, на уху надо будет сделать. А потом за ужином что-нибудь придумаем. Ну, там уже пожарим что-нибудь, да-да-да. Мяска. Ну все, что раскидались, быстренько. Расчистили снег. Решили полностью убрать его. Вот. Так в целом все нормально. Серега там воду набирает, все тары, которые у нас есть, пустые термоса. И сейчас потихоньку будем кипятить воду. Илюха, смотрю, разбулся, переобулся сразу. Я, в принципе, тоже кого-то взял. Надо бы снять. Ну, это надо ближе к вечеру. Еще поедем. Так, вот этот котел сразу ставь на печь. Ставь. Что ты сейчас сделаешь? Там ничего не сделаешь. А? Ничего не сделаешь, там ставь. Ну, на льду такая вот, ну, своеобразная романтика, конечно. Ну, надо времени, очень много времени, канители. Ну, приятно, что. Я сегодня замучился, честное слово. Когда ты можешь в любом месте поставить себе теплое место и как бы заночевать, понимаешь? Свой домик. Да, в деревне. Когда мы перекочевываем с места на место. Будем. Под закат солнышко весеннего. Серега, смотри, тоже загорел, да? Серега, да. Да, загорел. Смотрите, какая красота. И вот здесь красота стоит. Я очень доволен своим приобретением. Потихоньку, ребят, я продвигаюсь. Ну, лайтово. Вспомните Дрюню 3 года назад, когда я ночевал возле костра. Даже не на коврике. Ходил с маленьким рюкзачком, донки, черви. Немножко покушать. Но 3 года назад, ребята, я поставил себе цели, и все-таки у меня потихоньку все это идет. Да, конечно, я понимаю, что это есть моменты по деньгам, причем не маленькие деньги. Это очень все дорого. Взять мотособаку больше 100 тысяч. Раскладушка, печка, палатки. Все остальное это тоже больше полтинника. Но это очень, ребят, как бы, конечно, существенно. Но зато она мне нужна. Это нужно. Вот приехали друзья. Вот. Нет избенки пока своей, но она будет. Ну, мы можем просто забазироваться в любом месте и проводить классное время. Вот это, ребят, большой плюс, конечно, к этому я иду. Ну и все потихоньку приобретая. Так что растем, ставьте цели, ребята. Когда находишься вот так, стоят желицы под носом, и ты можешь спокойно отдыхать, кушать. Ребят, надо просто ставить цели, и все будет шикарно. Ну а я пока рыбку буду чистить. Ну ужин, ребят, у нас сегодня ушица. Щучка у нас поймана есть одна. Красотка. Он только сейчас увидел, что ее кто-то хватал. Весенняя щука. Большое внимание, ребят, отношусь к ножам. И сегодня буду щуку чистить вот такой финочкой. Это ручная работа от Паши Ковалевского. Простая рыбалка. Брат, если будешь смотреть, огромный привет. Вот, ребята, Беларусь. Парнишка делает ножи свои. Задарил мне по-братски. Мне очень нравится его работа. Но ручная работа, она как-никак, она все равно... Здесь какая-то душа в нем. Ножи я очень люблю. Как бы, как-никак, я постоянно еще с детства ходил и как бы за грибами и старался выбирать себе какой-то такой определенный нож. Как бы не простой там складник, а как-то что-то как-то так. Ребят, ссылку оставлю на парнишку. Залетайте. Я знаю, много Беларусь смотрит. Беларусь. Так что парнишка снимает рыбалку. А рыбалка
интересно у него. Своеобразный такой парнишка, мне очень нравится с ним общаться. Ну, свойский. Свойский пацан. Ладно, сейчас почистим. И будем делать уху. И отрежу. У нас котелочек небольшой для ухи. Многие скажут, Андрюха, это для навара. Ну, я пойму, ребят, конечно. Но мы оставим это лисам. Так, ну что я... На кусочки резать не буду, вот чисто порежу. Илюха там сам разберется. Илюха у нас, когда Илюха, кстати, корка есть, ребята. И корку надо будет оставить, конечно. Щучка пошла на икромет. Там мы вот так, ребята, вырежем. А потом туда внутрь положу, а Илюха уже разберется. Ну все, братва. Немножко и корки. Щучка. Передаю повару. Пускай готовит. Сорвался вон это. Проволочка. Голову куда дел? Брал. Брал, да? Думаю, лишнее, думаю, будет что. Ну да, А так чё? хватит. Хватит. Ну вот, видишь, уже и некуда. А икру тоже ты принес? Вот хочу приготовить, да. Сереги, Да, Сереги. на бутерброд. Наш коми-рецепт, да. Сейчас, Серега, бутерброд у тебя будет. Ну вообще, всё. Ну, Серега, покажи. Что там? Там песня. Лучок, да? Перцачок. Лучок перец Да, черный. и И масло. масло. Давай, хлопцы. Андрей Викторович такой не ест. Ваше здоровье. Он с этого. Ой, я. Чем я чокаюсь-то? Я ловить люблю. Чем я чокаюсь-то? Давай, будем. Ну давайте, что? Давай. За успех За безнадежного успешного. дела. Верно, верно. Точно. Будем. Вкусно, Сера? Просто пиздец. О! Бомба, Андрей. Добавлю секундочку. Оба, что-то сильно закипело у нас. Ох, уха. Да. Аромат. Какая Илюха у нас уха уже с тобой? Это В сезоне же была уже, да? в сезоне была. Ну, если считать с первых рыбалок, я даже считать не могу уже. Ну, в марте первое. Это уже много. Прижигает-то береза. Ну и по традиции, Береза уголек. как все, как весь русский народ, мы сделаем вот это так. Да. Только у нас костра не хватает, да? А зачем нам костер? Когда у нас все удобства, 21 век на дворе. Чем мы сейчас будем? Костер жечь надо на улице, что ли? Ну да, То благодарю. есть оно не надо нам это. То есть у нас все пучком, все варится, все четко. Отлично. Много работал, блин. Поесть надо хорошо. Так, хлебушек, да? Что-то не нарезал. Ну что, братцы, Ну давайте. давай, Серый. Погоди, будем здравы. За уху, Да. за нас. Давай, вот так на этот север-юг, бля, запад-восток. Восток, да. Да. Ну давайте. Давай, будем. Давай. Ну что, красота. Замечательно. Вкусно. Ни хрена себе нагрелась, блядь, даже этот экран по всей стороны смотрит. Чего там? Потемнел. Так мы жили 4 дня, она топилась. 4 дня. Потом, короче, они Как ты пред- думаешь? 4 дня топилась, печка не очень не подтухала. не потухала. Предпоследний день, постоянно как бы, ну, вошло то, что как бы, ну, Вошло в готовлю привычку, я. да, вошло в Готовлю я, привычку. короче, да. Да-да. Мы с ним вчера вот попробовали такой жульен, короче, на рыбалке.
Потом туда-сюда капусту тушеную, помнишь, да? Да, С мясом. Ты тушил в Да, томате. да, в Казане, томате. вот, кстати, вот Да, это. ему залетело, короче, это. Ага. Ну, а мы с ним тогда, ну, целый казан, представляешь, там литра 3, наверное, блин, мы с ним как бы вдвоем это все. Пойдет, что? Потом мы с ним готовили, когда Это вот дня. приезжал Славик. Илюх, слушай, Славик один с Русь, будешь смотреть, огромный привет. Приготовили плов, помнишь? Вообще. Не, плов Там это весь вообще берег классно пищал. сделал. Блин, вообще, я тебе говорю, ну, Нет, в казане это все слышь, дело. Слышь, Серый, знаешь, что потом, как, ну, не то, чтобы, знаешь, там, типа, вот, ну, там, для пацанам, типа, показать. Нам надо было, нам стало интересно самим, что можно приготовить в лесу, понимаешь? Ну, вот такие, ну, которые даже некоторые хозяйки дома не приготовят на газу, понимаешь, со всеми удобствами. Как говорится, Что можно было приготовить. некогда хозяйка и такое и готовить не умеет. Ну вот, я и говорю, нам стало интересно, и мы давай, короче, как бы пробовать. Экспериментировать, да. Да, да. Что вот реально можно вот на костре это сделать, можно добавлять это, не нужно добавлять. И нам, короче, это понравилось реально. Потом вот люди ездят, знаешь, со всякими шашлыками. Ну, это уже не то. То есть шашлык для каждого человека это повседневное блюдо. Его готовят дома, в шашлычницах. То есть это, ну, от этого, то есть, ну... Нет, ну шашлычник это совсем другое. Либо Ну, я ты тебе вообще говорю. Либо ты на углях готовишь, либо Нет. ты на... Ну, на речке это не то, короче. Шашлык он не проходит. Не, ну можно его сделать с охоточки. Да. С охоточки его можно сделать. Проходит вот именно такие блюда, блин, как, ну, какие-то такие, чтобы аж вот, ну, аж пыльнуло что-то. Ну, понимаешь, вот если взять шашлык, Суп вот, обычно суп едем... на зимней рыбалке, Серый, перебью тебя. Вот это для меня просто бомба. Ну, Суп. Чтобы суп? можно было, да, горячего, бульон. Да, чтобы... Да, нехватка вот этого. Чтобы жидкое было пища. а Я не- варил все. И горячее. Борщ, Да. гороховый, мы с ним все варили, все супы вообще. Готовили, да, много чего. Вообще много чего. Без таких интересов. И это можно готовить, понимаешь, это можно готовить. Ну, это Как бы, реально, да. Не пользуясь плитками, можно и на костре это бодяжить. И в дожди готовили, и в снега готовили. И, ну, короче, готовили вообще в разных условиях просто. Просто Ну. мы с ним уже там рыбалок 50, если не больше, понимаешь, ночных, вот именно ночных. За ближайшее время, сейчас я имею в виду. И все вот как бы мы все увеличиваемся, размножаемся, вот видишь, как-то приспосабливаемся и дальше больше. Ну, чем. благодаря тебе, благодаря твоим подписчикам, опять же, Ну да, ребята. что тебя смотрят, что тебя ценят. То есть, ну, если бы не было подписчиков, не было бы, блин, и вот этого всего. Ну, скорее всего, я Ну думаю, да. да. Конечно. Потому что, я тебе Это- скажу, очень это- много зависит от этого. Ну да, да, ребята, конечно, на самом деле, вот как бы, ну, вы пишите, то бишь, ну, Андрюха молодец, туда-сюда, пацаны молодцы, там, туда-сюда, ну, вот это, конечно, продвижает. Это, ну, прям продвигает, ну, реально что-то делать дальше вот так. Конечно, конечно, конечно. Я сегодня просто... Стимул Да, появляется, стимул, да. Сегодня так замотался, что, ну, просто, ну, камеру просто неохота брать, на самом деле, ну, вот уже быстро сделать дом, уже все, поужинать, как бы, и все. А тут охота показать реально свои эмоции, усталость вот эту, вот этот позитив. Вот эти гости приезжают, ребята, от того же Серый, правильно приехал? Да. То, что смотришь, вписался, созвонился. Серега, кстати, да, вот Нашлись, подписчик, блин, вообще. нашлись. Второй раз приехал Серый. М. 400 километров как бы взял, приехал, прикупился в отпуск, провел со мной, как бы, ну вот, ребята. Я как бы не говорю то, что, ну, он бы мог и... И нисколько не сожалею. Да. Вот, я устал, я не спорю. Но это, как сказать, усталость приятная. Приятно, Ну, да? Серег, ну давай, вот по твоему мнению, да, вот смотри, смотрят очень много людей, оценивают, лайкают. Теперь скажи, какая это рыбалка? Рыбалка трудовая. Это очень сильная рыбалка. Тут просто, знаешь, тут, то есть, грубо выражусь, да, то есть Тут- лицом тут- моргать не станешь. Тут приходится Ну, так и было планировано. потрудиться очень хорошо. Очень хорошо. А все вот тоже ценят летнюю нашу рыбалку, там, миноги, там, туда-сюда, смотрите, ребят. А значительно, со стороны это, конечно, все просто. А чтобы это все сделать, и чтобы поймать хотя бы 2 трофея на нашей речке, это очень много дел надо сделать, чтобы поймать эти 2 Да. трофея. И когда вот эти Да. ребята в мае месяце лезут в реку, в воду, выворачивают эти кочки, чтобы достать эту миногу. Вот попробовал кто-нибудь сам Да не, в средней полосе в мае месяце залезть в воду. Нет, я скажу, в каждой рыбалке есть нюансы, согласись? Конечно. Зимой холодно, тяжело, глубоко. Снега. Летом
комары, дожди, Да. Да. туда-сюда. У нас всего хватает, Всего, понимаешь? всего понемногу. Да, В каждой нет, рыбалке есть. нет, понимаешь, Андрей, у нас не то, что не понемногу. Нет, У нас всего этого и много. У людей льда не бывает. Да. У людей там снега, как говорится. Вот, у нас и снег, и лед, и дожди, и прочее, прочее, прочее. Ну, Все верно. Всё верно, но мы пацаны. ездим на рыбалку, и мы, как говорится, от этого получаем удовольствие. Вот от этого удовольствия. Кайфуем. От этой усталости я получал удовольствие. Да. понимаешь? конечно. От этой усталости. вот То есть этой это рыбалки. благородная усталость. Благородная Благородная усталость. А не просто от того, что ты, блин, пошел, поработал, мрот заработал и ушел. Да, все верно, верно. Так что давай за приятную усталость, ребята. Давайте. Простите. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Все правильно. Она чуть поднялась. Она чуть- Ищет на столе, она она чуть- стоит на банке. Она чуть взлетела. Сергей Витальевич, давай за тебя, за твой приезд, что ты к нам приехал, нас посетил. Я очень рад с тобой познакомиться. Хороший ты человек. Взаимно. Хороший ты человек. Добряк, добряк. Добряк, да. Вот да, такой добряк. Да. Нет, вятский лапоть. А вятский лапоть, Да, да? вятский лапоть. Хоть горшком называй, только в печку не ставь, а то сгорю, блин. Все четко, Серый. Давайте, за вас, ребят. Давай. Андрей Игоревич, тебе спасибо. За то, что ты меня привлекаешь в свою движуху. Тебе спасибо, Конечно. что посещаешь меня. Бля. Ребят, за Ты вас. меня посещаешь, ты мне уделяешь. За вас, братва. Подожди. Ты мне посвящаешь много времени, то есть уделяешь свое времени. То есть чему-то, конечно, я у тебя научился, чему-то ты у меня научился, что-то ты собой. от меня взял, что-то я от тебя взял. То есть Само собой. относительно, конечно, все это, конечно, твое, но мне очень комфортно присутствовать здесь и сейчас. И вот выпить за тебя Я за этот то, бокал. Я за это. тоже. За твое, как сказать, Благополучие. Серый, да не вставай, ты слышишь, Серый. не то что благополучие, а за твой рост в твоем, как сказать, Бизнесе. деле. В твоем деле. Потому что в своем деле ты мастер. Спасибо, Серый. Ты Души. посмотреть твои ролики, ну, я не знаю, это как с собой побывать. Сережик, батька ты наш. Лаптиковый. Вятский лапоть. Второй раз ты мне ко мне в гости приезжаешь. Да-да. У нас как получалось, то что живца, не живца, на сколько, да, переизбавок было? Много? Всяко было. Ну, вот, я тоже был в деревне, не был готов как бы к твоему приезду. Ну, потом в конце мы с Илюхой созвонились. Надо уже, короче, ехать. Поехали вместе с живцом, правильно? Короче, Нет, ну, Серый, мы если поехали с живцом все вместе. Да, если, Серый, ты канал смотришь, Да, ты знаешь эти последствия действия. Термосок. Термосок достался мне тоже непросто. Я его выиграл. Ты его в гонке выиграл на этих мотособаках. Я хочу тебе его подарить, чтобы он тебе как бы грел душу не только на рыбалке, но и на работе. Понимаешь? Ну вообще вещь, что нам нужна. Так что, братан, на, не распечатано, все тебе отдаю. От нас с Благодарю. Илюхой, от Скоми, с Спасибо. 11-го, как говорится, Спасибо. 43-й. 11 региона, да. Прият- 43-й. приятный подарок. Так что, братан, от души, как бы, ну, это чисто от души. Ну, ты не, как бы там не воспринимай то, что там он плоховат или там хорош. Ну, это чисто от души. Биосталь нормальная, как говорится. Это чисто от души, братан. Так что, ну, я закинул его, он как бы лежал для хороших времен, потому что тормоза не летят, ну, значит, получилось так, что тебе пришлось его отдать, и я думаю, это будет достойно. Правильно, правильно. Спасибо. Спасибо, Мне- спасибо, братан. Мне по наследству от него уже достался второй термос. Так что, братан, ну, как, чем Спасибо, братан. можем, тем как бы, так что пользуйся на здоровье, вспоминай, Благодарствую. закажи кружечкой. Не водочки, конечно, ну, водочки там мы сейчас выпьем, да, Илюх? Ну да, конечно. Че, с хорошим людьми, что бы не пить. Скажи Давайте. рюмочкой, скажи чайком, скажем кофе, вспоминай, что ребята здесь есть. Да. Что мы Ребята, здесь есть, мы тебя знаем, мы тебя уважаем. И- Посещай нас И чаще. приеду еще не раз. Посещай нас чаще, да. Такой Ребята, компании. Серый-то тоже не с пустыми руками, да, Серый? Ну да. Так как на севере у нас, ну, скажем, со специями не всегда, как сказать, Кушать мы любим готовить. а кушать мы любим готовить вкусно. И поэтому вот, Андрюшки, специи, Ребят, Серый подогнал он, ребят, смотрите. мясу, Вот такие курице, такие штуки. универсально, От души, Серега, вообще. да, Всякие разные. смеси перцев, лавровый лист, Спасибо, Серый, затарил, О. затарил. пловчик любим готовить тоже на природе, так что
Тушеночки, ребят, загнал. Да. От души Серый, спасибо, брат, родной. Спасибо. Слышишь, а ты знаешь как сделаем? Ты не будешь против, если, допустим, вот здесь вот это общее, положим сумку, где обычно мы ездим на походы, а это я дам повару своему. Нормально? Ради бога. Потому что, Как говорится, это уж я тебе подарил, а ты как хочешь этим, так и этим распоряжайся. так что, брат, держи. Это домой. Это мы будем готовить. Да, это домой. Это А будем это мы здесь. на рюкзачке растянем. Сам знаешь. Ну, ребят, видели, постоянно в контейнерах, постоянно они лопаются, я их там меняю, блядь. Это все. А это вот по этим. Четко, брат? От души спасибо, родной. Спасибо. Спасибо. Давайте, брат. Давай, Серега. Опять за это выпить надо, что ли? Да, конечно. Ёпта, За это грех не быть. Почему бы и нет? Давай. А мы не возражаем. А, да мы вообще не Давай возражаем. по 50. Мы с конем по полю идем. А мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня. Ты неси по полю меня. По бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. На улицу вышел. У нас звезды, полнолуние. Завтра солнышко будет. Палатка у нас светится. Шикарно. Сейчас поедем на проверочку. Посмотрим, что да как. Ну да, луна классная. Самолет вон летит, вижу. Классно, луна. Ну хотя бы немножко бураницу сейчас поддержит. Это классно. Так, немножко на компрессор. Батареечку. Давай, Люк, на компрессор. Так, меня это что? До сюда доставай прям. Там щелкой. Без ножа ничего не могу делать. Достал? Да. Курочка покрывается. Ну так весной, ребята. Вроде только было нормально, а уже морозик доланул. Сереге багорик сюда положить, чтобы не потерять ничего. Все, поставили. Сюда ложи, да. Ну ладно, что, ребят, съездим. Даже примерзли маленько. Проверился, посмотрим. О, даже флажок здесь, ребят, два даже стоят, смотрите. Далеко ехать не надо было. Тут полно, ребята. Все-таки меляки эти дают. Меляки дают. Меляки дают. Опа. Неплохое. Неплохое. Пошел. Что идет как налим, как будто. Может быть уже. Вот он, красавец. Ну давай. Видишь, смотри, встает как столбом. Ага, а там железо-то. Там-то железо. Смотри-ка. 2 штуки зацепил, да? Да. Бедняга. Так, ну чё. Сергеич, ой, Виталич. Да. Какие? Вот он, зводюка. Ой, Илюх. Мелика. Нельзя мелика взяли, да? Да, я же тебе сказал, тут 100% налим. Это всегда он тут. Надо, Андрюша. Андрей. Сейчас будем разбираться, Серый. Две жертвы же съел, да? Вот вот наша.
Да, не знаю, сейчас Ребята, будем у нас разбираться. Вторую достал он просто. Ну, налимчик уже вышел, уже радует. Уже радует. Это у нас вторая жалица была. Вот он. Ротанчик. Мне тоже нравится. даже ни один живец не помер. Смотри-ка. Ага. Не, шикарно, шикарно. Не могу никак попасть его, блядь. Вот так. Давай ставлю. Не, сейчас все разберется сам, что ты. Пускай учится, нормально все. Он уже знает, все умеет. Пускай просто практики надо больше. Практики побольше надо, и все. Сейчас не дави, боком. Боком, вот, бочком. Давай туда ее. Вот, ребят, глубина. Да. Вот, глубина с подо льда. Лед метровый. С подо льда Под льдом 10 сантиметров, а рыба ловит. 10 сантиметров. Налим. Это уже бровка у нас. Кстати, селюха у нас новая она. Новая, да. И есть рыба. Ну вот, ребят, что. Сами все поняли, да, что не надо глубины на налима. Надо чем мельче, тем лучше. Вот это новая бровка, мы ее попробовали. И повезло. Набрали за комбайнов, ребят. У нас тут что-то вообще один лежит, вообще. Там все звенит, Там тут звенят. звенит тут, ребята. Все, короче, натянуты. Вот этот звенит, Илюх, смотри. Вон. Как называется, значит? Комбайн. Вон, смотри, смотри. Ну что, ребят, испытали новую снасть комбайн. И вот что-то все звенит, звенкает. Сейчас пробуем. Опа. Опа. Смотрите. Лещик. Смотрите. Красота. Так, здесь больше никого. Ну все обглодано, смотри. Вообще все объело. Пойдем наглухо, блядь. Смотри, сожрал. Сожрал полностью лещик. Ну такого уже, да, лаврушка. Нормально. Что? Для зимы там. Вот место. Главное, новая снасть. Завяли, вообще огонь, блядь. Ага. Ну вот что. Можно рыбачить, просто надо найти точку. В принципе. И все будет получаться. Конечно, мы не рядышком с лагерем рыбачим, но опять же все можно. Все это делать. Для меня это новое, ребята, и это очень, конечно, классно. Под лещара такого уже в зачет пойдет. Тоже кто-то есть, смотри. Затянул. Вот снова новая снасть. Крючок зацепляется, понял. Кто-то есть. И причем неплохой. Пробуем новую снасть. Язик. А может и не один. Язик. Подъязик. Там кто-то тоже еще есть. О, Второй я подъязик. сказал не один. Смотрю, натянуто. Да, вот два язика, ребята. Ой, Ха! мне эта точка понравилась сейчас осенью. Вообще нормально. Давай по кулачку, братва. Давай. Ну, два язика, ребята. Идет, блин. Все шикарно. Так, ребята, у нас тут вообще, смотрите, он прям просто Уронило всё, блин. выбило просто все. Офигеть. Но, к сожалению, он пустой. Вот он пустой. Но его, походу, так калашматило. А это, знаешь, мне кажется, скорее всего, от солнца растаяло Может быть, кстати. Упала. Да. и упало. И здесь, кстати, не пожевано, смотри. Здесь, наверное, Скорее да. всего, солнцем это, у тебя, видишь, солнцем здесь растопило. Да. Что Я вот тоже там так думаю. вот, Ребят, что? Два подъязка. И даже дуплетик я выстрелил. Да. Два подъезда на одним, кстати. И подлещичек. Отлично. Замечательно. Неплохо, да. Можно рыбачить. Ну что, распечатал снасть-то. Многие говорили, Андрюха, пробуй так. Вот место, ребята, надо главное место найти. А здесь по лету часто езенок проходил.
подлещик. Ну вот эта рыба, в принципе, она и зимой здесь ходит. Только надо искать ее вот таким образом. Ехаем дальше. Так, у нас очередная обровка, ребят, загарчик. Один. Здесь у нас десятка, да, стоит? Да. Где-то в районе. Что-то помотала и бросила. Вот смотри. Видишь, даже хватает вот этой капельки, да, что лунка не замерзает. Комбайн стоял просто открытый, он замерз. Нет. Ничего, ребята, нету. Живец идет. О, ну его так что-то нормально его трепануло. Смотри, как что выбило. Охренеть. Видал? Его аж подняло, блин, кверху. Его аж кверху подняло, блин. Так, сейчас посмотрим. Ну, вот налим, зараза. Да, это и он. Сал, да? Да, это он. Угу. Серый, давай на. Так, у нас две сработки. У Илюхи бровочка. А там дальше смотрел, Илю? Нет еще. Сейчас заведу, там беду. Ну а что обижать? Не надо будет обижать. Есть что-то. Тоже налим, что ли? Вроде как налим идет, как бревно. Как налимчик идет. Мелкий. Угу, он и есть. Точно. Сразу напротив, ребятки. На первой заводе. В Илюхе тоже сработал. Че, вымытка? О, вымытка почти. Смотри. Полностью. Опа. Че, завел? Не, Завел. Завел. Однолим, заводюга. Оторвал? Ну что, еле извлек. Заглотил, зараза. Раз, два. Кстати, ребят, пока отцеплял, посмотрел, на лиму что-то есть. Вон, какая-то рыбина. Короче, налим жрут, ребят, и глотают. Это хорошо. Значит, налим потихоньку начинает клювакать. Что у нас тут? А тут вроде никого, ребята. На этом плесе пока никого. Да, здесь никого. Ну ладно, что. Будем ждать ночи. Ну что, выход неплохой прошел. Рыбку немножко поймали. Еле на базу. Вот такой ловчик, ребят. Два налимчика. Так, грамм 700, наверное. Блин, фонарик у меня сел. Ну, такой лаврушка такая. Ну, комбайны мне, конечно, порадовали. Два подъязика. Закрываемся. Все, прокатились. Что, братцы, все, мы дома. Питали, что-то прилег у нас. А мы с Илюхой что-то кушать захотели, да? Илюх? Мозги пудрим, да? Да, Илюха поставил чебуреки какие-то. Не чебуреки, там серый что-то. Самса. Подогнал, да? Самсу. На улице, ребят, мороз, как ни странно. Ну, хороший такой, градусов 7, наверное, уже. Тут, наверное, с десяточку будет, я тебе Да. скажу. Боимся, что палатка у нас пристынет. А так, в принципе, все нормально. Сейчас выйду, обстановочку покажу. Время уже 10. Прокатились. Нас, ребята, собака просто летит. А то, что бураницу топтали сегодня, она просто колом стала. Невозможно ехать. Серый вылетел 3 раза, да, Серега? Ну, в принципе, нормально. Так я 2 раза сам чуть не вылетел, один раз через руль. Забурились там, короче, ребят. Ну что, вот 2 налимчика у нас и комбайны порадовали. А так, посидимся, что поболтаем, нам есть о чем поговорить, в принципе. Ну, ребята, такая на улице. Зал.
предупредительный, ребят, сделаем. О, хорошо как. Вот, ребят, что, как-то будем зимовать, ночевать. Палатка стоит, техника. Все хорошо, но вон все в вине, ребят, смотрите. Двигатель сразу, то что вот сейчас прокатились, сразу замерз. Сидушка, все колом стало. Ну, утренник будет хороший, солнце будет. И вот такая луна. Пойдем кушать самсу. Боюсь, что вот юбка примерзнет. Сэкономили мы, конечно. Дома отделим. Что, братцы, время у нас почти 12. Мы уже немножко отбиваемся. Но хотя еще хочем съездить провериться, конечно. Желательно бы. Все, у нас печурка, ребят, на шайку поставлена. Немножко музыка играет. Свет на интим. Короче, покушали, все хорошо. Пообщались. Устали, ребята, очень чертовски устали. Короче, если не поедем, то на связи, а так, ребят, на отбой. Реально на отбой. Нет сил вообще никаких.